2, 1, 2, 3, 4. Everybody's talking about baggers and shaggers and dragons and maggers and raggers and taggers and this and that and this and this and this and all we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Yes, come on. Everybody's talking about ministers, sinisters, barristers, gangsters, bishops and rabbis and Popeyes and Babais and Babais. Чеченцы, которые уезжали тогда, еще, конечно, много русских оставалось в Грозном, они забирали с собой соседей русских, не брали свое барахло, не брали сервизы, там какие-то, брали документы, теплые вещи, это зима, и забирали с собой русских, чтобы они тоже не пострадали от их же российских бомб. Это не чеченские бомбы падали на Грозный. Самое большое горе на земле, которое может быть, то это война. И она приходит не просто отдельно к отдельному человеку, где вот, например, случается пожар в доме, и есть соседи, которые могут там дать матрас, дать кастрюлю, если все сгорело. А тут сгорело у всех, все у всех сгорело. И еще целенаправленно вас выискивают и убивают. Понять людей, которые сегодня живут в состоянии войны, могут только те, кто прошел через войну. Никакие фильмы, рассказы, свидетельства очевидцев не передадут тебе того отчаяния, горя и несправедливости, когда убийцы в военной форме захватывают их дома, расстреливают мужчин и насилуют женщин, а весь мир продолжает спокойно проживать остаток дня. Для русских это вопрос не абстрактный. Это не разговор о добре и зле, и не о том, что всегда так было. Наша страна прямо сейчас ведет войну. И это война от имени каждого гражданина России. Так случилось, что я прожил значительную часть жизни при Советах. Я чудом не попал на афганскую войну, хотя был призван в армию в год Московской Олимпиады. Но запах войны я запомнил навсегда. Когда на учениях под Мурманском вытаскивал из соседней КШМ трупы ребят соседнего взвода. Топили буржуйку дровами, угорели. В Советском Союзе всегда шла борьба за мир. Война в Афганистане, борьба за мир. Так вещали уставшие пропагандисты из немногочисленных советских СМИ. Нельзя сказать, что народ им верил. Но и нельзя сказать, что народ был накачан воинственной риторикой. Никто не призвал захватить Анголу. Так и жили. Смотрели по телевизору фильмы про войну, пели вместе с героем Белорусского вокзала «Нас ждет огонь смертельный» Куджавы. И свято верили, что 9 мая самый главный праздник страны. Где-то в далекой Америке шли протесты против войны во Вьетнаме. Активисты создавали антивоенное движение. Джон Леннон призывал к миру. Для большинства россиян это была полная абстракция. Империалисты точили зубы, вели войны, бомбили города. Но как-то все это несерьезно, ведь об этом говорили в международной панораме. А кто ж тогда им верил? Так и дожили до перестройки. И тут все вздыбилось. Рассказали даже про Катынь. 500 000 на Манежной площади. Ельцин, Ельцин. Прошло еще 3 года, и Ельцин своим приказом вводит войска в Чечню. Как раз под Новый год. Бомбят центры Грозного, сотни убитых. Танковые дивизии вторгаются в республику с 3 направлений. И что же проникшиеся демократическими веяниями граждане свободной России? Куда подевалась их пассионарность? Кто вышел на улицы против войны? Все те же правозащитники, мемориал, несколько совестливых граждан. А ведь тогда еще существовала свобода слова. И с экранов телевизора показывали ужас войны. Не знать, что происходит в Чечне, было невозможно. Оказалось, что добрым русским, проливавшим столько лет слезы над погибшими в войне дедами, нет никакого дела до чеченцев. Да и до своих, прячущихся в подвалах Грозного во время налета российских героев-летчиков. Во время Первой Чеченской войны я окончательно понял,
что русский народ заражен имперским вирусом, что, как ни меняя верхушку власти, зараза будет продолжать разъедать плоть этой страны. Среди моих коллег-архитекторов, художников, я не нашел ни малейшего сочувствия народу, которые убивали от нашего имени, убивали наши же солдаты. В лучшем случае сердобольные дамы говорили: наши солдатики. Про солдатиков отдельно. Солдатики насиловали и грабили чеченцев, следуя устоявшейся традиции армии, освободительницы. Но это отдельный разговор. Попытка жить с этими людьми бок о бок, я как раз вернулся в Россию из Дании, в надежде, что это будет другая страна, закончилась для меня вынужденным отъездом, уже во второй раз. Не смог я жить с этими людьми. Ходить в магазины, слушать эхо Москвы, строить дома. Но до того, как я уехал из России, я прожил там весь драматический период, вплоть до нападения на Грузию. Видел, как от равнодушия общество переходило в агрессивную стадию. 14-й год я застал уже за границей. Что происходило дальше, могу судить только из сообщений. Но то, что приходит из России, не оставляет у меня сомнений. Россия готова убивать. Что случилось с русскими людьми? Или они такие были всегда? Почему русский человек не видит горе другого народа? Где его хваленая доброта? Из чего русские взяли, что они убер-алис? На чем основано это чувство превосходства? Над украинцами, грузинами, армянами, итальянцами и чехами? И что будет с русскими, отставшими от всего мира, пошедшими в другую сторону? Вернее сказать, выбравшими путь агрессии, войны, захвата чужих земель. Этот вопрос мы задавали людям, отлично знающим, что такое Россия, говорящим на русском языке, прожившим в России большую часть своей жизни, но уехавшим и приобретшим новый опыт западного образа мысли. Итак, вопрос. Что происходит с русскими? Геннадий Андреевич Зюганов, наш родной и любимый, как-то сказал лет, наверное, 15 назад совершенно шикарную фразу, которая, мне кажется, многое объясняет. Он сказал так: русский народ миролюбив и незлобив. 800 лет провел в походах и боях. Ну вот как-то так. Помните фильм «Белое солнце пустыни»? Прекрасная, любимая, наизусть растасканная. Суфа хороший, Петруха хороший, Абдулла плохой, Верещагин хороший, басмачи плохие. Я здесь, в Берлине, показывала этот фильм местным. Очень понравилось, все поняли. Но у них после фильма был один вопрос: а что Сухов там вообще делает? А что там делает Петруха? Что там делает Верещагин? Это Туркмения, это другая земля, другая страна, другой мир. Да, Туркменистан входил в Российскую империю. Ну так и картина Верещагина «Умирающий солдат», «Раненый солдат», это тоже же оттуда. Столько русских жизней положили для того, чтобы что? Чтобы Туркменистан стал наш? А потому что мы хорошие. Потому что мы несем культуру, просвещение, образование, хорошие привычки. Мы объясняем, не надо иметь 11 жен, нужно иметь одну, Катерину Матвеевну. Не нужно кушать на ковре чай из пиалки. Заведи себе подстаканник и пей культурно чай из подстаканника. Не хочешь, сука? Не хочешь культурно по-хорошему? Научим. Заставим. Будешь писать русские буковки. Миру мир. Войны не нужно. Вот девиз отряда «Дружба». То же самое было и дальше. Ведь, собственно, зачем мы пришли в Афган? Выполнять интернациональный долг. Там же тоже басмачи, вы же видели? В каких-то обмотках, каких-то попахах, каких-то... Как некультурно. Не знают, где Маркс, где Энгельс. Сейчас объясним. А в Чечне там... Видели головорезы? В горах живут. Так нельзя. Так нельзя. Шариат какой-то выдумали, да? Нужно жить по нашим советским, по российским законам, по нашей Конституции, а не так, как вы хотите. А не так, как вы привыкли. Украинцы брыкаются,
Отсталый народец-то. Что у нас еще? Молдаване, Приднестровье. Вот Приднестровье, да, Приднестровье, там они стараются. А молдаване, ну, слушай, ну, цыгане, Бессарабия, Румыния, ну, что ж такое? И так везде. Грузия. Грузины, младшие братья. Тот тоже Лукашенко, он же это проговаривает. Ты большой брат, ты старший брат, я маленький. Это правильное поведение. А я хочу жить так, как я привык жить, как жили мои предки, как мне предписывают жить традиции моего народа. Это нет, это мы тебя поправим. Мы знаем как. Потому что мы хорошие, а ты пока плохой. Но мы из тебя сделаем хорошую. Обязательно сделаем. Ты сопротивляешься, потому что ты неразвитый. Ты живешь в средневековом обществе, тебя почему-то в Европу тянет, а там сплошные геи, лесбиянки, тебя обманут, обдурят. Ну, мы поправим. Сюда иди, штаны снимай. Мы же по доброте. Ну, а потом, слушайте, в каждой российской семье воевали. В каждой российской семье есть погибшие. Есть, конечно, культ погибших за Родину, за правильное дело, за правое дело. Ну, как же нам не поддержать традицию? Деды погибали, отцы погибали, братья погибали, и мы погибнем. Дело-то правое. А как же? Дело в том, что, в общем, каждый российский человек знает, что мы живем в великой стране, и у нас есть свой особый путь. Собственно, даже антипутинец там, или завзятый либерал знает, что мы особенные. Что у нас особенная страна, и мы особенный народ, и с нами так вот, как со всеми, нельзя. Мы так выросли, мы привыкли считать себя особенными. У нас особенная грусть, у нас особенная страна, особенный размер, особенные ресурсы, там особенный Путин. И душа у нас особенная, и умом нас не понять, и аршином общим нас не измерить. Вот мы такие, другие, не как все. Поэтому, в общем, нечего нас учить, и мы лучше знаем. И здесь не работает то, что каждая страна особенная. То, что у каждой страны есть свои другие законы, да? Экономика развивается иначе, и политика развивается иначе, и традиции другие. Но базовые законы, политические, экономические и культурные, они у всех одинаковые. Мы с этой одинаковостью не согласимся никогда. И то, что все-таки мы с этим выросли, поэтому мы инаковые, мы другие, ну и мы немножко лучше знаем. Ну а как? Вот это действительно не пропагандой, ничем не изменить, только полным открытием границ и изучением иностранных языков. Потому что в поколении, которое я наблюдаю везде за границей, которое училось здесь в университетах, которые работают в компаниях, где есть люди отовсюду, там этого нет. Вот мы с вами сидим в Кройцберге. Здесь немцев, наверное, ровно столько же, сколько, я думаю, что меньше, чем турков, арабов, албанцев, русских, украинских, французов, израильтянин мой сосед, пакистанцы, индусы. И мы как-то все меньшин. Мы люди человечества. И никому не приходит в голову подчеркивать или спрашивать, собственно, ты кто? Как нельзя спрашивать немца, ты восточный или западный? Очень неприличный вопрос, крайне неприличный. А нас спросить, ты советский или антисоветский, ты за Путина или против? Запросто. Запросто. И это важно, это водораздел. И если что, морду дать. Причем как та страна, так и это. Потому что лучше знаю. Потому что я лучше знаю, как тебе жить. Я лучше знаю, во что тебе верить. Я лучше знаю, за кого тебе голосовать. Я просто лучше знаю. Просто я же с доброты. Чтобы тебе же лучше сделать, дураку. Мы просто привыкли лезть не в свое дело. И мы считаем, что лезть не в свое дело – это нормально. Поэтому мы страна Советов, например, были там 70 лет.
Потому что мы лучше знаем, поэтому мы даем советы. И у нас советы всем управляют и советуют всем строго-настрого. Да? У нас же всегда старушка любая знает, рожать тебе или не рожать, и когда тебе рожать, за кого тебе замуж выходить, какую юбку тебе носить, что тебе пить, с кем спать, с кем жить, как разговаривать, куда пойти учиться, где работать. Любая старушка не будет скрывать от тебя этого. Никогда. Причем этой старушке может быть 28. Она все равно тебе скажет. И, в общем, неприятие ее настойчивого совета не спать с Васей будет воспринято, в общем, как обида и оскорбление. Ей в голову не придет, что то, что вот она тебе советует не спать с Васей, в общем, это и есть повод для того, чтобы сказать, не лезь в мое личное пространство, в мои личные границы. И вот это неуважение личных границ и личного пространства, оно, в общем, вполне логично переходит и в неуважение пространств других государств, личных пространств Украины, личного пространства Грузии, личного пространства Туркмении, личного пространства Чечни и так далее, и так далее. Еще и личного пространства Праги. Вспомним, вот танков, да? А что они? А что они? Захотели социализм с человеческим лицом? Это мы с человеческим лицом. А у вас звериный оскал капитализма, суки. Вы очень правильно начали вопрос именно с вот с этого обнуления, сначала послевоенной истории, да, когда весь мир увидел ужасы этой войны, и Германия, в частности, была осуждена за те преступления против человечества, которые она совершила. И после этого у людей в менталитете остался отпечаток от того, что окей, это было преступление, мы как нация признали это преступление, нас осудили, мы понесли за это ответственность. Да, и мы все видим, что соседние европейские страны, Франция и так далее, они точно так же, ну, как бы не так сильно, как Россия или Беларусь пострадали во время войны, тем не менее, они увидели весь этот ужас, они осудили весь этот ужас. То точно так же у той же Франции и так далее были до этого какие-то имперские истории, имперские амбиции, и они точно так же осознали негатив этого всего. Советский Союз считал себя чуть ли не единственным победителем этой войны. Соответственно, выносить какие-то уроки из репрессий, из каких-то военных действий он просто не хотел. Советский Союз продолжал риторику того, что это мы победили, а они все неправы. Какими бы соучастниками победы не были Франция, США и так далее, они оставались нашими врагами, и в риторике Советского Союза, вероятно, было выгоднее оставаться дальше тем самым безапелляционным победителем, который всегда является правым. И в этой риторике воспитана большая часть послевоенных людей. То есть декларировалось вне, что мы самое международное государство, самое дружелюбное, мир и все дела. Но мы с вами видим, что если человек не раскаялся в тех преступлениях, которые он совершил до этого, вероятность того, что он заново совершит подобные преступления, они большие. Естественно, я не сравниваю сейчас годы сталинского террора с войной в Афганистане, но тем не менее, это все продукты того самого менталитета, который был воспитан до войны, который был воспитан после войны и так далее. И сейчас мы видим, что именно вот эта риторика безапелляционной победы над фашизмом со стороны Советского Союза или России, как сейчас принято говорить, она и является как бы оправданием всем действиям, которые бы не совершали российские власти. То есть вся вот эта риторика, она направлена на то, что даже американцев практически сравнивают с фашистами. То есть это исключительно вот из-за того, что Советский Союз не раскаялся за репрессии, люди не раскаялись за доносы, люди не раскаялись за молчаливое согласие этой власти, люди не приняли на себя ту вину, так не приняли на себя вину, как это сделали немцы. Нам в школах не рассказывали первым делом, нам не вели предметы о том, что вот столько-то людей было расстреляно, столько-то было доносов, столько-то людей были рождены в ГУЛАГе, столько-то людей были сосланы в Сибирь, на Урал, куда угодно, что целые нации подвергались депортации. Да? Не говоря о том, что если копнуть вглубь, то мы найдем и в истории Российской империи большие или маленькие геноциды. Да, то есть это не обязательно были многомиллионные убийства, однако по разным данным до 4 миллионов черкесов покинуло территорию России и отправили в сторону Турции. Ни один
Учебник не говорит о том, что в этом есть вина России и так далее. У российского гражданина в менталитете нет этого признавать ошибки. И мы видим это точно так же по тому, как действуют российские власти. То есть ни один политик, ни один орган власти никогда не скажет: я был неправ, я ухожу или так далее. То есть у нас работает вот эта вот система «пацаны заднюю не включают». Простите за жаргонизм. Очень интересный и философский это вопрос. Способен тому, что я занималась войной на пространстве советском, так как академик. И это всегда меня удивляло, откуда берется война, где ее суть. И все приходит к тому, что это очень многочисленных векторов, проблем, соучастных, таких ощущений, эмоций, которые за тем, что война начинается. И вы совсем правы, что когда человека нормального спросить, хочет он насилия или нет, или хочет войны или нет, вопрос даст каждый, что это самое плохое, что может случиться человечеству. Но здесь, именно, думаю, что в советском или русском народах, я думаю, что тоже в польском, есть такое не только ощущение про жестокость войны, но прежде всего про разные последние явления, которые которые суть в победе. И к тому, к чему человек или человечество, или народ, к чему может гордиться. И вот когда воспринимаешь войну, это что-то такое общественное, значит, что-то такое не нас касается, потому что это делает армия где-то там далеко или в других странах. Если человека нормального это не касается, тогда он это вообще не воспоминает или не думает об этом. Про все войны, которые сейчас происходят, или в Донбассе, или в Сирии, все как-то забывают, да? Потому что это где-то далеко, от человека далеко. Но если вот чувство гордости за победу есть такое сильное и такое, к чему мы стремимся, как люди, это даже если война далеко, или в Вьетнаме, или в Афганистане, или в Чечне, или в Грузии, или где-то в любом месте, вот это чувство гордости делает так, что каждый нормальный человек, даже если он не присутствует на войне, он чувствует вот эта эмоция. И эта эмоция самая, я думаю, плохая для человечества, потому что никто не говорит про жертвы, никто, даже они просто цифры, 1500 или 2 миллиона. Люди не соображают, но соображает это чувство. Мне кажется, что вот эта история, и это, да, я согласна, что это не пропаганда, не только пропаганда, но чувство гордости и эмоций, связанных с моментом победы, то, что Советский Союз победил Гитлера, это все время, на каждом дне мы можем прочитать в газете, посмотреть по телевидению, как люди гордились теми, которые победили. И поэтому это чувство все время здесь так в обществе существует. Тот самый шовинизм, про который мы говорим, он был заложен точно так же в целом всей советской идеологии. Ведь даже в гимне Советского Союза Великая Русь сплотила навеки остальных младших братьев. Да, здесь абсолютно был определен, абсолютно, как сказать, титульная нация, это русские, а все остальные считались ее братьями меньшими. Опять же, та причина, что после войны или после разоблачения культа Сталина, мы же только культ Сталина разоблачили, мы же не посмотрели тех, кто его поддерживал, не посмотрели тех, кто с ним там осуществлял всю эту политику и так далее. Достаточно было назвать каких-то там вот виновных, каких-то там бакинских комиссаров и еще кого-то, но на этом в адекватном обществе не заканчивается анализ своей истории. То есть нельзя историю строить так, что вот мы всегда правы, мы всегда молодцы. Нет такой истории ни у одного государства, когда бы они были всегда правы, всегда справедливы и так далее. И здесь то же самое. Понимаете, когда человек одурманен исключительностью своей национальности, да, то им управлять проще всего.
человека проще всего поймать на каких-то вот таких вот триггерах типа «мы», «русские», «братья и сестры», все что угодно. И все это во благо достаточно эфемерного понятия некой родины. Да, то есть... Я очень люблю приводить такой пример. В психиатрии есть такое понятие, есть такой подвид бреда, называется синдром Клерамбо. Это когда кто-то внезапно объявляет, что вот я на самом деле очень сильно люблю английскую королеву, и она от меня тоже без ума, и мы обязательно встретимся, и все будет хорошо, и человек абсолютно серьезно вот об этом всем рассказывает. То есть абсолютно какой-то нереальный, эфемерный предмет любви или влюбленности. И то же самое патриотизм. Абсолютно эфемерная, неопределенная причастность или любовь к чему-то, через что этим человеком проще всего управлять. И это все звенья одной цепи, я считаю. Война — это как насилие, каждый, да, между даже людьми. А когда вот даже спрашиваешь мужчину, почему он бьет женщину, тогда он скажет: я ничего не сделал, я все хорошо, я старался для нее. Он никогда не скажет про то, он даже сам забывает про это, что он делает какое-то плохое. Потому что именно вот в психологии вот такое вещество, может в русском народе вот такое ощущение есть, что самые плохие вещи мы замазываем, мы их не вспоминаем, они просто... Это не было. Мы делаем для всего доброго. Я когда читала разные статьи про вот ощущение войны в российском народе, и там про самое насилие, плохо и жертвы. Вот мы не хотим. Смерть, жизнь, мы знаем, мы по этой доброй стране. Но потом, когда говорить про войну, это так абстрактное ощущение. И вот такое, что сравнивается с победой. И когда это сравнивается с победой, тогда все плохие вещи мы можем забыть. Это самая главная цель. Мы должны победить, показать, какие мы могущественные, сильные. И вот это самые главные вещи, которые мы берем из понятия, абстрактного понятия войны. Про плохие вещи никто вам не скажет. Я рос между мужчин, как бы это ни странно было, которые принимали участие в этой войне. Первой мировой войне, которая была огромная промышленная война, страшная мясорубка. 10 миллионов людей погибло в окопах. Так много солдат не погибло во Второй мировой войне. И были, это тоже это мои деды, которые сражались прошли всю войну в царской армии. И были соседи, потому что это было здесь, в бывшей Восточной Пруссии, мужчины, которые прошли войну в германской армии. И для них, для их естественной такой средой, темой разговора была война. Они жили этой войной. Я помню такого, и их война создала. Я помню, его звали Франц, он был портным. И когда ему было ровно 18 лет, он стал солдатом, пошел на фронт и был пулеметчиком. И он рассказывал очень часто это. Недалеко отсюда было сражение с царской армией. Он сидел за Максимом, за пулеметом, может быть, это не был Максим, но кажется, что это был Максим все-таки. И шли русские, тирольера шла, какие-то совершенно, Солженицын писал в 2014 году, что какие-то дурацкие офицеры, которые их гнали тирольерой через луг, а этот Франц сидел ду-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 ду. И клал их, знаете, и когда потом он сидел за машинкой, он тоже ду-ду-ду-ду-ду повторял. Он видел, что он косит людей. Это не была такая война, что бомбили. Это была контактная война. Он видел этих людей, знаете. Но он этим жил. И думаю, что он снил про это. Но когда начиналась война, новая война, Вторая мировая война, он снова пошел в эту мясорубку. И многие были такие. Смотрите, что Вторая мировая война началась
на самом деле в умах немецких солдат, которые прошли это все страшное. И как-то им захотелось еще во фрайкопсах принимать участие, где-то там уже после завершения Первой мировой войны. Они где-то там в Латвии, в Эстонии шли на Украину. Добровольцами шли, имея этот страшный опыт. И знаете, когда я выхожу сейчас уже не выхожу, когда я выхожу на Тверскую улицу, где-то там 6 мая, 7 мая, и есть эта репетиция парада, знаете, и вижу этих женщин с таким сексуальным возбуждением. Какая мощь, какая сильная наша армия. Маленький ребенок на плечах у папы, там до британских, до северных морей, Красная армия всех сильнее. Это эмоция. Это есть в людях. Это есть в людях. И в многих нациях это есть. В этих, даже таких вроде бы миролюбивых. Смотрите, сколько есть парамилитарных таких разных организаций. Сколько реконструкторов. Вроде бы взрослые дяди и девушки тоже. И мы играемся в войну. Но вроде безобидно. А это должно быть страшно. А этого нету. Есть инстинкт в человеке. Инстинкт убийцы. Инстинкт супремации над другим человеком. А он лучше реализуется через войну. Мы лучше. Нам надо что-то снова поделить, разделить. Знаете, что-то такое в общем есть в людях. И это не надо, нельзя говорить о борьбе за мир. Надо убивать этот инстинкт в человеке. Чем была советская пропаганда после Второй мировой войны, во время Холодной войны, когда, с одной стороны, они, конечно, кто за что, а мы за мир, а с другой стороны, в то же время, все время готовились к этой войне и хотели опережать те страны, которые являлись реально сильными, демократическими, они хотели именно быть готовыми, а может быть и начинать противостояние именно с этими демократиями, потому что их соединить было чрезвычайно трудно, чтобы они сошлись. Но была попытка предпринята в 1975 году, когда конференция безопасности в Хельсинках была, да, в которой казалось, что многие человеческие вопросы и так далее можно решить. Разрешили выезд советским евреям, как бы пропаганда стала гораздо мягче. Я смотрел в это время русское телевидение, 77-8 год, и видел, что вполне, так сказать, объективно показывала ситуация в том же Париже, Лондоне и так далее, как люди живут на Западе. То есть были разные моменты в этом плане. Но, конечно же, в Советском Союзе созревал протест. Протест созрел уже полностью, когда началась экономическая катастрофа. Когда Горбачев приходит к власти, то Союз находится уже на грани распада из-за экономических вопросов структурных, внутренних, а также давления Запада. Не будем это скрывать, что после солидарности в Польше и войны в Афганистане американцы сделали действительно такое сильное давление на экономику советскую. И людей больше всего, конечно, волновало это. В то же время, конечно, интеллигенция, которая всегда в России была сильная, в принципе, это слово относится больше всего к России, потому что на Западе, говорили интеллектуалы или там люди с образованием каким-то специальным, но такой специфической группы людей, которые несет с собой определенные ценности. Да? Это была как раз специфика России, Польши, в какой-то мере в Центральной Европе, Чехия, может быть, там тоже такое было. Но они просто вдруг вышли, причем это часто были преподаватели марксизма-ленинизма, только что вышедшие из университетов где-то даже там по стране и так далее. И за ними пошел народ, потому что захотелось, наконец, свободы. То есть они так решили, что свобода, демократия – это то, что людям надо.
Но сразу обожглись, как бы. Только начались эти преобразования, экономика вообще рухнула. То есть даже по сравнению с теми предыдущими годами те же интеллигенты просто где-то мыкались по улицам и с самым большим трудом вязали конец с концом. Поэтому, конечно, наступил массовый отход даже не той группы, потому что те, которые образованные люди, которые понимают, что процесс реформирования экономики – это процесс, минимум 20 лет, иначе он не бывает. Просто вначале надо дойти до этого дна, а от него только начинается уже какой-то рост. Но масса населения в селе и рабочие на больших предприятиях, которые не получали деньги по году, то, конечно же, они поняли, что эти реформы как-то идут, может быть, не так. А еще и способ, каким была приватизация проведена, именно олигархизация, фактически захват основной части экономики очень узкой группой людей, это, конечно, вызвало массовое такое уже недовольство, даже если оно было такое не открытое, допустим, в смысле каких-то восстаний и противостояний, но уже было видно, что народ уже не стоит за таким пониманием демократии, которая устоялась в богатых странах Запада. Сотнями, я лично своими глазами видел, сотнями русских солдат лежали на улицах города Грозного, тысячами даже, я бы сказал, потому что было столько набито танков, БТРов, пехоты, просто невозможно было пройти. Для того, чтобы проехать на чем-нибудь, в моменты перерыва, нам приходилось растаскивать вот эти бронетехнику, чтобы как-то какую-то дорогу хотя бы обеспечить. Такие огромные жертвы там были. Я лично просто был свидетелем этого разговора. Масхадов предлагал собрать трупы, остановить на 2 часа войну, собрать трупы. Говорил, как же вам не стыдно, как вы хотите смотреть в глаза родителям вот этих пацанов, которых вы там положили. Их же собаки эти, которые дома были, они ели мясо, это декабрь, как раз холодно еще, но сразу человек не опухал, не пропадал в то время. Они объедали, там птицы объедали, выкалывали глаза, носы и так далее. То есть эти лежали люди, просто вот лежали солдаты, до них никому не было дела. Люди как бы не протестовали, но морально не были готовы к тому, что такой распад должен произойти. Те среднеазиатские республики вообще не представляли себе, как это будет. Другие, народные фронты появились, явное движение на то, что все идентичность свою хотят иметь свой язык, хотят свою историю, наконец понять, как она складывалась и так далее. Начиная с прибалтов и доходя до Кавказских республик. Так что тут понятно, что произошел действительно такой национальный взрыв, но страх того, что во-первых, это могло закончиться какой-то вообще гигантской внутренней войной. Страхи тех же американцев, которые боялись, что если ядерная держава, там начинается национальная распри в большом масштабе, то может получиться из этого очень плохая история. Так? И когда вот после этот развод, скажем так, цивилизованный развод, как Ельцин это говорил, состоялся без великой крови, и начинается чеченская война, где видно, что чеченцы, народ, который несет в своей истории тяжелейшее испытание. Это еще и война Шамиля в XIX веке, и то, что произошло в сталинские времена, когда весь чеченский народ был полностью туда вывезен в Казахстан и так далее. У них ненависть накопилось очень сильно, и желание того, чтобы отделиться, было. Конечно же, это в Новой России произвело уже шок, что если чеченцы выйдут, если у них получится, то начнется процесс домино, и очередные, весь Кавказ северный отойдет, а дальше непонятно что с татарами, башкирами и так далее, которые тоже в это время представили свои национальные требования. И тут уже, я думаю, что это повлияло главным образом на то, что россияне стояли на стороне своего правительства и тех силовых методов, которые применялись. Хотя я считаю, что вот эти годы, 2-3 года, когда эта первая война шла,
Это полностью деморализовало российское общество, потому что все время показывались именно вот эти трупы, эти мухи, которые там, горы людей, которых поубивали, они лежат просто так где-то на этом. И это в России должно было такой позитивная как бы пропаганда это представляла. Вот видите, что происходит с теми, которые против нашей власти восстали и хотят уйти из нашей замечательно устроенной страны. А на самом деле у людей это вызывало просто крайнее отчуждение. Если я не говорю о каких-то психопатах, которых устраивают именно такие сцены. На самом деле это, я считаю, самым таким пренепринятнейшим образом повлияло на менталитет нового россиянина. И потихоньку, постепенно стали возвращаться в тот мир представлений о том, что очень плохо, что распалась великая держава, всегда нас боялись, а для русских это почему-то очень важно, что их должны все уважать и бояться в то же время. Но это складывающийся комплекс, он веками складывался. Просто когда Россия когда-то была совершенно отдельная, и она через Украину, над которой сейчас издеваются, они оттуда черпали, на самом деле, демократические институты некоторые и понятия вообще в Европе, что происходит. Это от Польши через Украину шло в Россию. Желание опять стать великими и выйти из того положения таких униженных и оскорбленных, как это получилось в конце 80-х и в течение всего десятилетия, когда с каждым годом становилось все хуже и хуже. Но это, конечно, не может не повлиять на состояние людей и на их умозрение, на их мышление. Поэтому думаю, что просто желали какого-то реванша, да, было чувство, что мы все-таки, если возьмемся все, то у нас получится. И вышел Путин, который ввел в элиту кроме этих бывших олигархов, ввел всю эту ГБшную сволочь, которая собралась там и которая пользуется сейчас, вообще не имея поэтому никаких талантов, никаких способностей, элементарных даже, просто они занимались совершенно другими делами, а он наделил их огромной властью также над большими секторами экономики. Начнем с победы в войне, которая была победой сталинизма на самом-то деле в мире, не только в Советском Союзе. Победили одну чуму, коричневую. Красная чума не просто осталась, она укрепилась. Она укрепилась с помощью Запада. Если, да, была эйфория, победили зло, победили Гитлера. Гитлер удачно самоубился, отрезал возможность продолжения моментального своего рейха, потому что это было бы, если бы он был жив, даже в тюрьме сидел. И что произошло? Запад в своей эйфории поддержал Советский Союз. И не просто поддержал финансово, поддержал идеологически, поддержал конкретно Сталина. Вели разговоры конкретно со Сталином. Я могу привести в пример то, что я всегда привожу как положительный пример. Белорусская ССР в то время, так же как и Украинская ССР, стала членом ООН. Почему? Потому что Сталин настаивал, чтобы стало все 16 республик. Была еще Карело-Финская. Он хотел, чтобы все 16 республик стали членами ООН. Но сказали, что слишком много, и никто иной, как Стетениус, это государственный секретарь США в то время, и Черчилль, это в 1945 году, поддержали вступление в ООН, и не просто вступление, а право стать основателями ООН СССР, Украину и Беларусь. Это что как огромный аванс Сталину. Дальше что происходило в Восточной Европе? Разделили Берлин, да, обозначили зоны влияния, и все. На этом закончилось. Никакого противостояния Сталину не было. Противостояли какие-то спецслужбы, но это не было противостояние тоталитарной советской системе. Основная идея – это победобесие. Это показать, что Вторая мировая война, никто у них не отнимет это. И когда мы тогда могли даже с ненавидимыми нами американцами, англичанами и так далее вместе побеждать гитлеровскую Германию, то
то это нас тогда как бы сблизило, но после того, когда узнали, кто настоящий их противник, сильно, реальный, Соединенные Штаты, то вся их политика ведет к тому, чтобы испортить им дела. Везде в мире, где они только существуют. Во-первых, вытолкнуть из Европы раз и навсегда, и затем испортить там американско-китайские отношения и во всех регионах мира, в Южной Америке то же самое, да. То есть это главный вопрос, который сейчас Россию волнует. Признайте то, что мы эту войну выиграли, и не пытайтесь нам ничего тут внушать, никакие исторические там расследования, что вытворяли русские солдаты на освобождаемых территориях, да. А войны Советский Союз вел всегда. Просто на внешний рынок это было миролюбие, да, для пропаганды, для внутренней пропаганды. Смотрите, какие мы миролюбивые. Мы против военщины, мы Комитет за мир у нас существует, мы поддерживаем все прогрессивные силы человечества в Соединенных Штатах, неважно, что мы с ними ругаемся. А в это время, да не далее, как сразу же после войны, пошли войны, Корейская война, на Ближнем Востоке они постоянно участвовали в войнах, в Китае, во Вьетнаме. То есть они то ли со Штатами, то ли с израильской военщиной, они постоянно участвовали в войнах. А то, что мы сегодня имеем в плане влияния Кремля в мире, особенно в третьем мире, как его принято было называть, в плане влияния разведки, в плане агентуры, в плане влияния ГРУ, самой страшной диверсионной разведки вообще, которая когда-либо создавалась на Земле, это все следствие тех действий, которые начались до войны и сразу продолжились сразу же после войны, без особого активного сопротивления. Так что это, наверное, с русским человеком что-то не так. Достаточно успешная пропаганда, которая работает, достаточно высокооплачиваемые действия, направленные на подрыв всего мира, они высокооплачиваются. Поэтому до сих пор престижно. Почему до сих пор престижно служить вот этому дикому режиму, который установился в Кремле, да? Потому что это высоко оплачивается, потому что ни один независимый журналист в год не получит такую зарплату, которую некоторые пропагандисты за неделю получают, сидящие на государственных каналах. Потому что создаются, кроме регулярной армии, кроме всех этих диверсионных групп, создаются еще частные армии, типа ЧВК Вагнера, да? То есть вот это вот все, общество не в состоянии, не сможет это пресечь, потому что слишком, ну да, наверное, слишком мы и везде, на просторах бывшего Советского Союза, за исключением стран Балтии, никто не вырвался из этого плена посттоталитарного, постсоветского, и без помощи извне, который, прежде всего, западного мира, который должен жестко противостоять вообще всей вот этой вот политике, направленной на подрыв ценностей и на подрыв целых государств. Но мы вряд ли сможем это выкарабкаться. А здесь такой вот получился замкнутый круг, да, порочный круг. В общем-то, русские грязные деньги эффективно покупают Запад, очень эффективно. Никакие принципы, никакие идеалы не останавливают продажу вот западных политиков, западных журналистов, западные think-танки. Это все идет полным ходом, и поэтому вот этот вот порочный круг можно разорвать только лидерством. Вот, на мой взгляд, вот основная проблема. Нету лидера свободного мира сегодня. Историки русские говорят, что мы совершили великую ошибку, что вошли в Антанту, например. Нам надо было тогда держаться вместе с немцами, и тогда совершенно иначе развивалась бы европейская история. Ну, быстро согласились на все-таки восстановление Германии после войны. И считают до сих пор, что все-таки вот огромные ресурсы России с человеческими также ресурсами, которые сейчас гораздо ослабели, так что как из-за просто малой рождаемости и так далее. Но, в принципе, как бы все-таки великая Россия, большая страна. Соединить это с немецкими умениями, знаниями, технологиями и так далее, это создает эту дугинскую великую такую как бы концепцию Евразии, которая совершенно противостоит
западному миру демократии. Так? То есть Германия выходит как диссидент Запада, который может сотрудничать вполне с Россией, и поэтому она так борется за то, чтобы этот Nord Stream 2 и так далее довести до конца. Потому что тут очень реальные интересы, и такое мышление в категориях даже не то, что сейчас немцы без этого не обойдутся, но надо с Россией поддерживать все время эти близкие отношения, потому что у них в историческом каком-то плане очень много общего, и они не хотят повторять своих ошибок, типа новую войну с русскими начинать, а именно потихоньку ее как-то адаптировать, демократизировать, может быть, так, чтобы это стало понятно обычному немцу. Я очень ценю, конечно, русских философов, социальных мыслителей, писателей 19-20 века. И там, конечно, очень много прекрасных людей. Но что касается вот создания какого-то мифа насчет особого менталитета русских людей, которые такие как бы эмпатичные, такие как бы открытые на весь мир и всем хотят помогать только, и они борются за мир во всем мире, как бы через голову этих людей, которые их видеть не хотят даже, да, так что так, с Польшей так происходило до начала войны. Польша просто не хотела, чтобы русские пришли помогать и проходили через Чехию, потому что знали, что больше она никогда эта армия не уйдет, что история подтвердила. Как только заняли, так уже остались на 45 лет тут, да. То есть неувязочка получается, просто никакого реальной связи между этим пропагандистским штампом о русском народе, который несет какие-то особые ценности, божественного характера даже, так? Проханов любит именно вот такого типа слова использовать. С реальной жизнью никакой связи я не вижу. Я вижу крайний эгоизм. Вот олигархов, которые захватили всю экономику и власть фактически в стране, каких-то диких людей, которые убивают других людей на свете, которые мне нравятся и чем-то им вредят. И имидж страны просто падает на глазах, можно сказать. Ничего я уже... Сейчас уже после вот отравления химическим оружием одного человека, Скрипаля, сейчас Навального, уже как бы защищать эту позицию просто невозможно. Это в Корее Северной можно, в Китае, может быть, можно еще, да. Но вся нормальная мировая общественность абсолютно Россию сейчас презирает. Россия воспевает войну на самом деле. Какая хорошая война. Она сейчас Вторая или там Великая Отечественная война, она закрывается в нескольких прекрасных маевых днях мая 45 года. Что мы здесь, может быть, чуть пьяные, но счастливые, победители, все супер, хорошо, конец прекрасный, и закрывается в этом. А не открывается война в этих людях, которых еще не нашли в мясном лесу, где там в этих страшных местах, где еще сколько трупов еще даже не нашли. И не показывается, уже не показывается в России этого лица войны. Но смотрите, Светлана Алексеевич, ей книжка «У войны не женское лицо». Эту книгу в России проклинают тоже женщины, которые обидно, что она пишет, что это молодые девушки, которые шли в армию, во время менструации у них ничего не было. И они окровавленные, где-то там должны нести службу, и никто этим не занимался. Но такие даже подробности, которые очень важные. Нет этого, знаете, у войны есть свой запах. Страшный запах войны есть такое. Эти прекрасные фильмы про войну, парады и так дальше, они несут только такую картину. А это хорошо было бы с этим запахом еще так
9 мая так, на эту Красную площадь так пусть это запах настоящей войны. Но никто этого делать не будет, потому что надо показывать, что война это хорошо, потому что мы империя, и мы можем требовать от наших граждан, чтобы в имя развития империи можем повторить. Русские, почему вы молчите? Вы молчите, когда ваша страна убивает украинцев, когда ваша страна убивает грузин, убивает крымских татар, убивает всех, кто не относится к титульной нации, которую внес в Конституцию ваш фюрер. Провозгласив независимость 30 лет назад и заявив, что Россия – демократическая страна, вы не только не прекратили войны, но и погрязли в новых чудовищных преступлениях. И первой в череде этих преступлений была война против народа Ичкерии. Ответьте себе на вопрос, как случилось, что 300 тысяч чеченцев было уничтожено? Русская пропаганда, да, начиная там 17-18 века, с момента начала захвата Кавказа, пытается демонизировать чеченский народ, потому что чеченский народ один из народов Кавказа, который более способен как бы сопротивляться, более длительно сопротивляться, чем другие народы. Многие сейчас, как мы видим, уже смирились, но мы не хотим смириться, и то, что вот эта ситуация сегодняшняя, она, конечно же, в какой-то момент поменяется однозначно, и наш народ никогда не простит вот эти зверства, которые были над нами совершены. И, естественно, придет время, когда придется русскому народу и России расхлебываться, отвечать за это дело. А дело-то в чем? Дело в том, что русские, народ русский, да, они не понимают, до сих пор не понимают, что развал России начался именно с момента агрессии против Чеченской республики Ичкерия, тогда еще молодого государства. Народ, бывший советский народ, все мы были советскими людьми, учились в школах, там были друзьями, одноклассниками, соседями и так далее. Все там русские, не русские, никакой разницы не было. И мы, в принципе, эту разницу не ощущали здорово, потому что мы хотели, были молодость все же, хотели быть друзьями, хотели жить, хотели веселиться, как все это нормальные люди и делают. Но когда началась война в 1994 году, после 91-го, 2-го, 3-го, там началась страшная пропаганда против чеченского народа. Как мы помним, в Москве задерживали чеченцев, чеченцы ходили там в России, зашивали карманы для того, чтобы им что-то не подбрасывали в карманы. Эти вещи тоже нельзя забывать, и надо об этом напоминать. И чеченцы были на тот период в России изгоями, как в 2008 потом стали грузины, да, тоже, которые выслали, всех поймали, вылавливали и высылали самолетами в Грузию. Точно такую же историю совершили над нами, такие же деяния. Но русский народ в то время молча, конечно, созерцал, я бы не сказал молча даже, да, рукоплескал, скорее всего, потому что им внушили, что чеченцы это звери, чеченцы это какие-то террористы, бандиты, и каждый раз, когда приходит новый правитель, придумывает новую какую-то кличку для народа, да, и навешивает ее, и какой-то ярлык, что ли, и потом пользуется этим ярлыком средства массовой информации российские, вот как заразу распространяют, и она, конечно, оседает где-то в умах у русских. Ну что, мои дорогие русские друзья, вы хотите жить безмятежной жизнью? Вы не хотите ничего знать о том, что вы натворили? Нет, мои дорогие, слушайте, это записано специально для вас. И не говорите, что вы ничего не слышали. 25 августа 1994 года Ельцин, Лобов, Грачев, Степашин, Севастьянов, зам Степашина, Егоров, Ерин и другие приняли окончательное решение об оккупации. Вот это главные лица, которых называл Джохар Дудаев, их фамилии называл. Мы их обязательно сохранили, некоторых уже нет в живых, конечно. Но, конечно же, эти герои, в кавычках, останутся в памяти нашего народа
как главными зачинщиками и организаторами войны. На территории Натеричного района был бывший советский милиционер Автурханов, Умар Автурханов, который возглавлял, и у него появились, знаете, танки, даже вертолеты, как в Украине они появились из военторга. Каким-то невероятным образом у какой-то чеченской оппозиции Дудаеву, бывшего советского милиционера, появлялись танки, БТРы, новейшее российское оружие. Хотя в 1992 году российские войска, Чеченская республика была первая республика, из которой вывели все советские российские войска. Это также является фактом признания нашей независимости, потому что с нашей страны первые вывели войска. И вот этот Автурханов вел очень активную деятельность. Он не все время находился на территории Чеченской республики, но когда находился, его все время охраняли российские военнослужащие, его разные сторонники. И вот это все делалось под видом, вот, как я говорил, оппозиции, которая выражает волю чеченского народа, части чеченского народа против узурпатора власти, против агента российских спецслужб, как говорили на Дудаева. Вот такие свободные, миролюбивые чеченцы в лице Умара Автурханова пытались вот, навести вот, тень на плетень, как говорится. Первое, конечно, гибнет правда, истина на войне, и потом уже начинаются военные мероприятия, спецмероприятия. Было несколько попыток убийства высшего руководства, в первую очередь Дудаева Джохара Мусаевича, президента Чеченской Республики. И 26 ноября была собрана группа людей, которые в какой-то степени были обмануты пропагандой, в какой-то степени такие криминальные элементы, которых вооружили. Около 4000 людей было, так называемая оппозиция, да, и они на танках, на БТРах вошли в Грозный и попытались захватить главные административные и правительственные здания. Они были наголо разбиты в тот же день, 26 ноября 1994 года. Они были полностью все уничтожены. Много, техника была уничтожена, много техники и людей было взято в плен. Многие дезертировали, большая часть из них разбежалась, когда поняли, что будет сопротивление очень жесткое. И были задержаны танкисты из Кантемировской дивизии. В тот же день министр обороны Павел Грачев отказался от них. Их там нет, как и положено. Их там нет и начались не только в Крыму, да, они были и в Грузии, и в Чеченской Республике. И 11 декабря Россия официально с 3 сторон уже вела войска, и началась вот так называемая первая русско-чеченская или российско-чеченская война, которая продолжается по сей день без преувеличения. У нас первая война-то закончилась подписанием договора о мире между нашими странами. Но я считаю, что в принципе это одна война, которая с переменным успехом ведется уже вот 25-26 лет. 31 декабря чеченцы, как и все в России, собирались отметить Новый год. Это не обязательно значит напиваться, а просто поздравлять друг друга с Новым годом. Опять-таки различия между русскими и чеченцами. Напиться на Новый год и отметить Новый год. У нас всегда было, что мы с соседями никогда не закрывались двери на ключ, отмечали. И 31-го никто не ожидал бомбежек. А все, что происходит в Кремле, это всегда оттуда, инициатива, которая исходит оттуда, всегда приурочивается к какой-то дате.
Выселяли нас 23 февраля, в день советской армии. А 31-го, наверное, так в Генштабе и в Кремле у Ельцина подумали, ну, все будут валяться пьяными, давайте их бомбить. Начался штурм. И я помню вот это Ельцин и Грачев, значит, с этими своими бокалами, значит, Новый год. Это как люди, которые, это даже людьми назвать трудно. Вы отмечаете Новый год, вы посылаете чужих ребят умирать в новогодние, когда вы сами сидите, отмечаете, и все люди за застольем. Но они все получили, конечно, отпор, потому что Дудаев уже знает, что, как хороший советский военный, он знал, что все приурочивается к этим датам. И поэтому, мне кажется, они даже не были особо готовы. Настолько убогая вот эта была атака, настолько была подготовлена ужасно, что зря погибли люди с обеих сторон. Первую войну в городе Грозном, тогда еще Грозном, в основном погибших было из мирного населения первые дни войны русские. Потому что чеченцы в основном все выехали к своим родственникам. Мы тоже вывозили некоторых русских в горные населенные пункты, в другие места. Но некоторые остались и говорили, наши соседи говорили, вот наши сейчас придут. Нам чеченцы говорят, вот наши сейчас придут. И они попадали под артобстрелы. И не только их расстреливали. Взрослых бабушек, дедушек расстреливали. Как себя вели русские? Ну как, заходили по домам, телевизоры, ковры, посуда. Все это аккуратно сгребалось, складывалось на танки, а вокзал не был расстрелян. Вокзал сохранился. Библиотека представляла собой, значит, страшное зрелище, что библиотека Чехова, огромнейшая библиотека в Грозном, шикарное здание с колоннами, красивейшее, в котором, наверное, побывал каждый чеченец, сразу была разбомблена. Больницы были разбомблены, завод «Красный молот» был разбомблен. Все в центре здания были разбомблены с какой-то ненавистью, чтобы вот вам, получайте. Но перед этим они были разграблены. Не сразу стали бомбить, потому что потом уже, когда люди стали возвращаться, они стали говорить, ну хорошо, после бомбежки, после пожара, остается что-то от чего-то, да, например, холодильник сгорел, от него должно что-то остаться, правильно? Телевизор сгорел, что-то, ну где-то что-то лежит, да, а вообще были стены пустые, все было разграблено. Все это просто генералы, ну потому что, как у нас, у чеченцев, он есть не будет, пить не будет, но дом построить надо. Это буквально дерево посадить надо, сына женить надо, дочку выдать замуж надо. Но люди все равно обустраивают быт, потому что люди были лишены этого. У нас не было домов, пока мы были 13 лет в высылке. А вернулись, как-то выкупали собственные дома, выкупали собственные дворы, из которых были выселены, почему-то должны были выкупить. И у людей особенно обидно было, что никто же не успел схватить семейные фотографии, потому что, как я и говорила, что на Новый год никто не ожидал бомбежек, и потом все как-то резко, всем пришлось собраться и уезжать по селам. Почему-то российские военные думали, что надо вот разложить эти фотографии и обязательно на них помочиться, и обязательно вот фекалии на них оставить. Вот такое ощущение, вот так себя вели. Разграбить и потом нагадить. И это не первый раз в нашей истории. Я был адъютантом генерала Аслана Масхадова в Первую и во Вторую русско-чеченские войны.
И первую войну, когда мы находились в президентском дворце еще в 94 году, в 95 году, до того, как выйти в этих боях городских, боях при штурме города Грозного, естественно, было убито очень много русских солдат, там пацанов, там 18-19 лет, офицеров, много кого. И к нам в штаб приносили документы, приносили письма вот этих солдат, приносили военные билеты, там всякие документы. Я собирал их. Я набрал полмешка военных билетов, письма, все эти дела. И думаю, закончится война. Вот я создам какой-нибудь музей, да, и в этом музее попытаюсь вот показать эту трагедию войны, показать, что это происходило и так далее. Когда я просматривал военные билеты, это, я хочу, вот, отношение к человеку, к русскому человеку, русского государства, да, солдаты, которые пришли в Чечню и уже умерли, они были, ну, военные билеты, если взять, там есть учет, воинский учет и так далее. Вот они были, например, где-то там, ну, под Москвой, да, где-то, но они не из-под Москвы, откуда-то из глубинок России. Все эти солдаты были не из городов, они были из таких глубинных деревень, о которых я вообще в жизни даже и не слышал. Собирали по одному солдату, по 2 человека с деревни в случае гибели, чтобы не было ажиотажа. Потому что если один солдат погибнет, он там где-то в какой-то деревне, там бабушка или мама его поплачет, и все на этом закончится. Если из города, да, или из Москвы там погибнет 100 человек, да, то люди восстанут и начнут требовать, как же так же, все такое, остановить войну. То есть это было умышленно сделано, чтобы эти солдаты были именно деревенские, именно там такие вот, у которых родители, там, может быть, как мы говорили, неполноценные семьи и так далее. То есть в военном билете стоял штамп такого-то, такого-то числа, выбыл из воинской части. Выбыл из воинской части, и все. Штамп о прибытии в воинскую часть, да, в другую воинскую часть, не стояло. Этот человек уже погиб. А это обозначает, это дает возможность командованию снизить потери. Да? Они могут его объявить как дезертира, там, пропавшего без вести и так далее. Тогда государство, как пропавшему без вести, не выплачивает матери там, или родителям никаких пособий, абсолютно ничего не дает. Все пленные, которые попали к чеченцам, я нигде ни на какой войне не слышала, чтобы воюющая сторона говорила, если придет мама этого солдата, мы вам его просто так отдадим. Российские ни разу не отдавали чеченцев их мамам. За деньги не отдавали. Живых точно. А вот трупы продавали за деньги. Тела продавали за деньги, зная... Тела – это особый бизнес с российской оккупацией, еще с царских времен. Тела чеченцы всегда выкупали. Все село, весь город, все родственники, все всегда скидывались. У чеченцев не было таких денег. Зная это, они всегда продают тела чеченцев. Это невероятно. На войну под бомбежками у нас дома моя мама, вот вы с ней сейчас познакомитесь, она кормила солдатских матерей, которые пришли убивать. Их сыновья пришли нас убивать. А мы им таскали там еду, заводили этих матерей к себе домой. Вместе с этими матерями по всем командирам, к Басаеву, Гилаеву ходят, потому что русские сами боятся женщины ходить. Ну, а мама есть мама, да. Вместе с чеченскими мамами они идут и устраивают такой мини-митинг. Отдайте пленного. Говорит, вы что, война идет, наши тоже у них в плену. Нам обменивать нужно, нам еще что-то нужно. Как мы вам отдадим? Нет, отдайте. И забирали. И деваться некуда, просто чтобы эти женщины ушли от них. Приходилось, и такое бывало. В городе Грозном, возле железнодорожного вокзала, есть 12-этажная гостиница, была в то время. Она была недостроенная гостиница, продувалась со всех сторон. И там один взвод, там рота разведки, так называемый, ну взвод, с капитаном во главе, с таким небольшого роста капитана, я, к сожалению, забыл его фамилию, они
их наши ребята заметили, они заскочили в это здание 12-этажной гостиницы, недостроенной, да, и поднялись на верхние этажи. Но наши снизу их заблокировали, там один наш парень погиб. Ну и в процессе переговоров, в общем, чтобы как бы договориться, этот капитан, командир, сошел с радистом вниз, потом их привезли в главный штаб. Главный штаб был совершенно недалеко от этого места, но это наш президентский дворец, в километре примерно ходьбы. Когда привели, Аслан Масхадов, наш начальник главного штаба, вышел на связь, ну там через их связь, вышел с генералом Бабичевым. Бабичев сказал, через минут 10 паузы, там посовещались, наверное, ну мы вам предлагаем встречный вариант, мелкими группами выходите из президентского дворца, это 95-й год, направляйтесь в сторону улицы Розы Люксембург, автомат, значит, там в правой руке, магазин от автомата, в левой руке, руки вверх, и мелкими группами выходите, и, короче, мы вам гарантируем это все. То есть они нашу человечность, да, восприняли как слабость. А тот, вот с этим, я немножко там перепутал, но с капитаном, который пришел с капитаном, когда мы вышли, и туда приехал Бабичев, мы с Масхадовым, с Асланом Масхадовым, я тоже был при нем, мы приехали в это здание 12-этажной гостиницы и где-то на 3-4 этаже провели переговоры с Бабичевым. Там тоже мы договаривались, что чтобы забрали трупы, мы все время об этом говорили, что люди должны быть погребены, солдаты тем более с какими-то почести должны быть, раз они насильно вы их там на гибель посылаете. В общем, мы не были там услышаны абсолютно. И договорились потом, что эти солдаты, которые вверху заблокированы нами, они сдадут нам оружие, мы их отпускаем живыми. Но они что сделали? Взяли вот затворы, есть там затвор, и вот эти затворы вытащили оттуда все солдаты и выкинули с 12-го этажа, куда там раскидали, чтобы мы не нашли. Когда мы получили оружие, видим, там нету затворов. Мы им поставили условия: так, ребята, каждый знает, какую сторону выкинул, за каждый затвор жизнь. Если не принесешь затвор, будешь расстрелян. И все. Ну, один не нашел, правда, все нашли затворы, отдали нам, но никого мы, правда, не расстреляли, их отпустили, просто не ушли. Такой небольшой эпизод. Но этот эпизод характеризует отношение русских к русским, к своим солдатам. Да? Вот они пришли захватывать нашу территорию, покорить как бы чеченский народ, но и в то же время, да, и в то же время обращались вот так к своим солдатам. Очень сложно победить народ, которому симпатизирует весь мир, который борется за свою свободу. Было же очень много журналистов, которые все снимали. Да, на российском телевидении могли говорить о том, что они бандиты, они отрубили головы, вот как они отрубили головы. Вот эти страшные кадры показывали, но на самом деле кто их отрубал? ФСБшники сами и отрубали. Среди чеченцев, сейчас мы обсуждаем это, когда встречаемся, я спрашиваю ичкерийцев, как вообще вот эти преступления, что-нибудь, вы имеете об этом представление, кто это сделал? Да, говорит, мы проводили собственное расследование, но кто у ичкерийцев спрашивает, где был суд, который выяснил бы, кто отрезал головы новозеландцам? И когда эти головы отрезали? Когда Масхадов находился с визитом в Англии. Это специально, чтобы дискредитировать, чтобы Англия ужаснулась. Это как? Это с кем вы встречаетесь, понимаете? Вот в этот... А почему не порезали эти головы раньше? Эти люди приехали, чтобы наладить связь. Пропагандой по телевизору именно занимался в первую очередь там Доренко и Невзоров были такие люди, да, которые снимали фильмы. Для нас это было тогда, вот помните, был такой фильм Невзорова, «Чистилище», да. Но это дешевый какой-то пропагандистский такой фильм, да. Но распятие вот этого солдатика, потом как
танками они свои же трупы сравняют, чтобы они не попали с чеченцам, которых потом будут издеваться над этими трупами. Но распятие вот этого солдатика, его не было на самом деле, но это представлялось так, что ужасы войны, и накручивалось, вот, помните, как в Украине с распятым мальчиком, да, такая же аналогия была с распятым мальчиком, маленьким 5-летним мальчиком, которого в Донецке, по-моему, да, или в Славянске распяли. И это все одни и те же штампы, одни и те же трюки, которые применяются. Главное, чтобы у обывателя это осталось в голове, что вот чеченцы, они враги христиан, они враги человечности, они вот могут распять. Надо связать религию, надо подчеркнуть разницу между нами, да, что мы не любим христиан, потому что мы какие-то мусульманские варвары, и мы такие жестокие. Понимаете, не важно, что говорит телевизор, важно самому пытаться узнать, что там происходило. Нету этой информации сейчас нигде, вы сейчас ее не найдете. Потому что сделала российская сторона? Запретили всем западным журналистам посещать Чеченскую Республику. А кому не смогли запретить, Анна Политковская, которая единственная из российских журналистов, она не сочувствовала. Это нельзя сказать, что вот ее обвиняли в том, что она больна чеченцами. Как можно быть больным кем-то, чтобы ему сочувствовать? Ты просто это или видишь и чувствуешь, или ты это не видишь и не чувствуешь. У тебя просто нету этого, это просто отсутствует. А она чувствовала людей. Она же тоже не знала, кто такие чеченцы. Пока не поехала, пока не пообщалась. Она сказала, извините, а вот здесь вот так вот. Ни один чеченец ее не отвел, не пугал, кроме представителей российской власти. Сами российские военные ее поставили и пугали выстрелами, что они ее расстреляют. А когда оказалось, что ей невозможно запретить посещать Чеченскую Республику и писать, у нее были угрозы. Ее отравляли, когда она летела в Беслан на переговоры. Ее потом взяли и расстреляли. Я был в 96-м году, попал в плен. Тоже такая интересная просто история. Попал в плен. На второй день меня вывезли в Лефортово, меня с моим братом в Лефортово. Потом через месяц нас обменяли на одного подполковника и одного капитана ФСБ. Когда нас привезли из Москвы в наручниках, все эти дела, привезли на Ханкалу, города Грозном, где-то расквартирована воинская часть была. Там стояла кучка людей, матери солдат, там, отцы солдат, которые искали своих детей в 94-м, 95-м, 96-м году. Даже в нашем штабе жили солдатские матери, которые ждали, искали, пока их сын попадет в плен, чтобы его оттуда забрать и домой увезти. То есть никакого такого зверского отношения, да, к родителям этих солдат, которые нас убивали, абсолютно не было. Масхаду отдавал деньги на дорогу, чтобы они, эти бедные женщины из деревень, которые я рассказывал, чтобы они могли увезти своих сыновей. И здесь я стою в гражданской одежде, у меня кожаная куртка вот так была, она перекинута через руку, и я был в наручниках, но наручники не очень видно так под курткой. Я стою рядом, меня там охраняют ФСБ, там, чтобы для обмена привезли. И здесь стоит один, вот Николай, по-моему, его звали, директор какого-то маслозавода из России, откуда, из глубинки. И он ко мне потом, ой, Хусейн, говорит, ой, здравствуй, как дела, все такое, слушай, помоги мне найти сына. Я на него смотрю, я говорю, Николай, показываю ему наручники, Николай, у меня сейчас небольшие проблемы, сейчас я решу, я тебе обязательно помогу. Ахмед Закаев на митинге, я помню, выступал и говорил, что они ушли, тут наша Чеченская Республика 150 километров в длину, в ширину еще меньше. И ее можно за час на машине проехать спокойно. И Закаев выступал на митинге и говорил, уважаемые чеченцы, дорогие сограждане,
Они стоят вот в нескольких километрах от границы, и им вернуться обратно не составляет никакого труда. Давайте в какой-то степени найдем компромисс и так далее. Но некоторые не понимали. И знаете, даже не столько, может быть, непониманием было, сколько спецмероприятия продолжались с российской стороны, со стороны российских спецслужб. Продолжались как во время войны, так и после войны, так называемого подписания мирного договора. В первую войну, когда забирали, еще как-то можно было следы найти, хотя очень много осталось без вести пропавших. И несмотря на решение парламента составить списки и отослать в Россию, чтобы провести раскопки, потому что в Чеченской Республике не было оборудования. Если у России есть доброе желание, чтобы они в Моздоке есть, не в Моздоке, в Ростове-на-Дону есть лаборатория по опознанию останков, чтобы они провели вместе работы по раскопке и идентифицированию, потому что там же были и жители Грозного, и русские, и других национальностей, и те же солдаты. Но Масхадов принял решение, что пока еще подождите, у нас все еще очень хрупко, давайте не злить. Некоторые считают это решение ошибочным, что надо было больше журналистов вызвать. Тогда еще могли иностранные журналисты приезжать, показать им эти массовые захоронения. Договор о мире и принципах взаимоотношений был подписан Масхадовым и Ельциным уже в Кремле. Но российская пропаганда постоянно ссылается на Хасавюртовский, потому что он является таким, негосударственным документом. Просто об остановке войны этот был договор. А важный исторический документ за 400-летнюю войну России и Чечни был первый раз подписан документ с Ельциным, высшими нашими лицами и высшими лицами России. В 1997 году был подписан договор о мире и принципах взаимоотношений. Больше ни одного договора мы с Россией за 400 лет не подписали. Я была очень маленькой девочкой, когда меня дедушка проводил мимо бюста Ермолова. В центре Грозного был бюст Ермолова. Их потом оказалось сотни в Краеведческом музее, потому что знаю любовь чеченцев к Ермолову, потому что пытались камнем там то кончик носа, то ухо, и они тут же на следующее утро или уже сразу же ставили другой совершенно новый блестящий чистый бюст. И проходя мимо этого бюста, там был такой забор кирпичный и прутья, эти толстые железные чугунные прутья, и там он стоял. И мне было, я не знаю, сколько мне лет, но в школу я не ходила. Мы с дедушкой шли от родственников домой, и он очень четко и ясно проговорил: «Будь ты проклят, Ермолов, и ты, и потомки твои во веки веков, и могила твоя пусть будет проклята». Договор о мире был подписан после августовских событий, когда наши войска вошли и захватили город Грозный, полностью набитый просто российской армией, 855 наших добровольцев, 855 на 40 больше тысяч российской армии вошли и полностью блокировали. Конечно, население все поддерживало, много людей присоединилось к ним, но основной костяк вот этой операции это были 855 фактически смертников, потому что они не собирались больше выходить и готовы были погибнуть. Также был захвачен город Гудермес и город Шали. Это два небольших города, на котором тоже были проведены эти операции. Но основная сила направлена была на Грозный. Когда Кремль увидел, что чеченцам симпатизирует весь мир, и они стали, вот эти мальчики в вязаных носках,
в этих брючках обычных, не в военной одежде. Это человек только, ну, может быть, даже альпинист, может быть, почувствует. Человек, который ездит в горы, почувствует, как это холодно, когда ты не возвращаешься в подогретое помещение, и ты сутки напролет, ты воюешь, и ты воюешь ради своей свободы. И он ее не отдаст ни за что, и он поэтому пошел воевать, понимаете, ему это очень важно. А оттянули войска, и они что решили? Трудно, невозможно победить народ, который воюет за свою свободу, и которому симпатизирует весь мир. И это надо сделать так, чтобы вызвать к ним ненависть. У русских есть пословица: если долго человек называть свиньей, он начинает хрюкать. По-моему, так эта пословица звучит. Так вот, если им долго рассказывают, что там находятся террористы, а вы освободители, спасители, то они начинают верить, что они освободители, спасители. Все дело в пропаганде. У нас очень много народов, там грузины, украинцы, сейчас казахам может достаться, ну и там странам Балтии и другим. Мы не можем одолеть в одиночку вот эту пропаганду, вот эту имперскую силу. Но само зло, само гнездо вот этого зла находится на Лубянке и в Кремле. Ведется подготовка вот этих людей. Эти КГБшники, сегодняшние ФСБшники, это же не вот люди, которые прилетели к нам с Марса или с Луны. Это все дети, потомки, в основном все тех, кто расстреливал миллионы людей. И мы просто, вот, надо столкнуться с каким-нибудь КГБшником, чтобы поговорить с ним, и раскопав, ты узнаешь, что папа у него был в СМЕРШе, дедушка был, бабушка была там в СМЕРШе, где-то там НКВД служили и так далее. И у них такая каста, это на самом деле такое сословие. И это сословие, оно никуда не денется. Даже если вот новая власть придет, они останутся, и потом, как трава после сенокоса, она опять вырастет. Это должно быть на юридическом уровне осуждено. Это очень сложный процесс, это очень опасный процесс. За это уже погибло много людей, и погибнет еще много. Но другого выхода из этого нет. Нельзя сказать, что эта война началась в 1999 году. Она началась сразу с подписания договора о мире между Ельциным и Масхадовым. Да, еще даже, может быть, когда то самое Хасавюртовское соглашение, когда Лукин по правам человека, он, по-моему, тогда был, он сказал: ничего, мы окрепнем, мы вернемся. Это при подписании договора о мире. Это чтобы не было иллюзий по поводу, с кем мы подписываем договор о мире. Все эти годы, вы, наверное, тоже это прекрасно помните, я, как чеченец, на себе это все испытывал и очень болезненно это все переживал. Чеченский след, чеченский террорист, чеченский бандит. Это не сходило с экранов телевизора вообще. Все это время велась очень сильная агитация, что вот чеченский бандит. Я все это время жил тогда в России и в Санкт-Петербурге. И на себе вот испытывал прелести этой пропаганды, что чеченец это бандит, когда тебе каждый сотрудник полиции тебя считает своим долгом доставить в отдел. В Дагестане появилось несколько населенных пунктов Чабанмахи и Карамахи, где была выгната вся российская власть, полиция, там, глава администрации, все оттуда ушли. Прилетел Степашин, тот самый Степашин, который в первую русско-чеченскую войну приложил руку, и сказал, что вот в Чабан-Махи, Карамахи мы полностью вам отдаем управление, устанавливайте свой шариат. Мы, Россия, многоконфессиональная страна, у нас свобода вероисповедания. И в этом Чабан-Махи и Карамахи несколько лет даже существовали шариатские суды, шариатская форма правления. Просто отдельно взятых двух аулах, в горных двух аулах. И в 1999 году решили закончить этот вопрос с этими шариатскими селами и подтянули войска. В 1999 году их окружили и начали
разоружать, ну попробовали разоружить. И тогда со стороны Дагестана пришли люди и сказали Басаеву оказать помощь. Басаев, зная, что это может быть провокация, хотя у него был с ним подписан, с кавказскими народами договор о взаимопомощи, поинтересовался, как же быть, это же Россия, да, если мы туда вторгнемся, считайте это казус белли. На что было заверено, что никто вас не просит воевать, вам достаточно просто помочь нам вывести женщин и детей. Басаева не поддержал никто из официальных чеченских властей. Более того, Масхадов в августе, 11 или 9 августа, по-моему, был митинг, и на митинге открыто, публично Басаев сказал, что мы не поддерживаем Басаева, что та провокация, которая устроена на границе Чечни и Дагестана, совершается в целях для новой агрессии против Чеченской Республики Ичкерия. Масхадов сказал. Да, это официально президент заявил, об этом было сказано. И это послужило поводом для внедрения плана «Б». План А был начать вторжение, нападение на Чеченскую Республику, начав войну с этой спасательной операцией Басаева. Но после того, как с нашей стороны, со стороны Масхадова и руководства нашей страны было предприняты все меры, чтобы для Запада доказать, что это не является казусом БЛ, для поводом к войне, был задействован план «Б». План «Б» был просто до безобразия. Нужно было взорвать дома просто своих же граждан в своей стране. Первый дом был взорван в Буйнакске для того, чтобы связать это с Басаевым и с Дагестаном, событиями в Дагестане. Следующие два дома были взорваны в Москве, третий в Волгодонске, ну и в Рязани, вы все знаете, были патрушевские учения, так называемые, где были задержаны 2 сотрудника ФСБ, и, по-моему, женщина тоже была задержана. Вот так начиналась Вторая русско-чеченская война. И 22 сентября 1999 года были задержаны сотрудники ФСБ, а 23-го они были задержаны, а 24-го началась массированная бомбардировка города, уже переименованного города Джохара, бывшего Грозного, окрестностей и самого города. И те ужасы и те военные преступления, которые творили российские войска во главе с Путиным, нашли отражение в нашем заявлении, поданном в 2018 году нами в Международный уголовный суд в Гааге, где мы обвиняем военные и политические силы России в преступлениях против человечности, акте агрессии, геноциде и военных преступлениях. Кстати, самые тяжкие статьи в международном праве, уголовном международном праве, и там каждый эпизод можно рассматривать как военное преступление, начиная от первых ударов, нанесения ракетного удара по Грозному, по роддому, по мечети, по рынку, где за один день погибло, за 4 удара их было, автовокзал, били только по скоплению людей, мечеть, автовокзал, роддом и рынок. Более 400 человек сразу же погибло. Ну и вот так и продолжалось каждый день. И эти ужасы, которые над нами творились, они творились не только запугать нас, но также запугать русских в России и запугать Запад. Если они делают так, как они называли наш Грозный своим, если они делают так со своим городом, то что они сделают с Берлином, с Парижем, с Прагой, да? Стремление к свободе, оно само по себе, даже мыслить о свободе, даже сегодня в России преступно. Потому что свободный человек, он независимый человек. Его нельзя заставить что-то делать против его воли. И если вот это считается бандитизмом, свобода, быть свободным внутри, мыслями,
никогда не быть... Есть очень хорошая чеченская пословица: волк никогда не будет домашним. И это не зря символ чеченцев. Чеченцы никогда. Можно убить всех чеченцев, но обязательно останется хоть один чеченец, который он свободен. Ты ничего с ним не сделаешь.